В сегодняшнем видео мы расскажем те сенсации, о которых вы должны услышать. Досмотрите это видео до конца, и вы услышите настоящие исповеди. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные объективные новости без выгоды третьих лиц. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. За годы независимости Таджикистана были развиты различные отрасли экономики, тем самым было создано около 100 тысяч новых рабочих мест. В связи с этим количество трудовых мигрантов сократилось на 25% в течение последних 3 лет, сказал Мамали Рахмон. Но от этого судьба оставшихся мигрантов не стала легче. Многие женщины остались одни, и они испытывают трудности, воспитывая детей. Девочки оказываются отстраненными от образовательного процесса. Отсутствие отцов влияет на психологическое состояние детей. Увеличилось число детей-мигрантов, попадающих в детские дома и интернаты. Они попадают под прессинг местной полиции, то есть которая уже целенаправленно считает вторым сортом, второсортными всегда тех, кто приехал. У меня вот 21 лет, 2 бита есть. Трудно, конечно, трудно. Надо дом, дома надо кормить, семью надо кормить, все надо зарабатывать. Работал раньше в Москве, сначала в стройке, потом в частном участке, потом, случилось так, что я под запретом попал. Вот. Одной из причин разводов является и то, что мужчины уезжают в трудовую миграцию. Потом эти женщины выходят замуж за мужчин намного старше них, зная, что у них есть жены и дети. В России очень сложно быть легальным мигрантом. Закон выстроен таким образом, чтобы это было сопряжено с максимальными страданиями. Это сделано для того, чтобы создать такой теневой рынок труда. Рынок с миллиардными доходами, рынок, на котором держится, например, торговля. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Депортировали. Почему? Нарушение. Там не знаешь, придешь туда, когда вернешься, там в аэропорт говорят, ты депортировал, а сам не знаешь. За какие-то долги весь закроют там. За симку какой-то не платишь за счет симку. Или нарушение какое-то, за регистрацию нет документов вот за это. Давайте, ребят, расскажите, как вам живется, как вы сюда каждое утро приходите в 6:30. Все ясно, нет работы, нет денег, нет жизни. Они работают на очень тяжелых работах, как правило. Очень часто на севере, когда на Норильске, например, экология такая, что люди дольше 50 лет практически не живут. То это практически рабовладельчество на государственном уровне, когда люди практически ничего не получают в денежном эквиваленте, просто получают возможность покушать чуть-чуть более сытно, чем у себя дома. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.